почему-то люди решили, что кино это все-таки развлечение. Зачем тогда красную дорожку показывают? Как вы красиво выходите? Потому что 20 смен, 2 месяца только подготовки к сменам. До этого у тебя еще примерно там год написания сценария, потом 2 месяца подготовки, потом 2 месяца в полях, когда ты в сапогах, под дождем, с рациями, ну, в общем, по 12 часов. Потом еще на постпродакшене ты примерно месяцев 6. И потом у тебя одна единственная красная дорожка, когда ты презентуешь свой фильм. Переодеваешься в какую-то красивую одежду и говоришь, и представляешь свое кино. Это награда за все труды, которые были сделаны ранее. Потому что и действительно не зря же, по-моему, режиссеры вообще это профессия, где самая высокая смертность в раннем возрасте из-за нервов. То есть там вот... И летчики-испытатели. Там есть исследования, это летчики-испытатели и режиссеры. Это официальное исследование. И вот, например, режиссер, который снимал «Игру в кальмара», я думаю, что многие знают, что там в новостях написали, у него выпало несколько зубов за время съемок от нервов, от стресса. Он потерял кучу зубов, потому что действительно сложная нервная работа не только режиссера, но и там продюсера, оператора, кого угодно, потому что ты огромное тратишь количество ресурсов своих, здоровья, времени, ты там рискуешь жизнью, возможно, ты вместо того, чтобы быть семьей, растить ребенка, едешь куда-то в поля, не знаю, на Дальний Восток снимать кино. И «Красная дорожка» фестиваля — это такая, да, награда, это маленький бонус, который ты за это получаешь потом, после того, как фильм готов. Но это нет, это тяжелая работа.